пушки окажут помощь. 8 может пушки окажут помощь. Я радиус прием. Я уже 30 часов в окружении. А для меня какой-нибудь вариантик есть у вас, а? Вы с минуты на минуту ждите помощи. 14 минут на минуту. Здравствуйте, вольные люди. Я командир бригады «Призрак». Хочу прокомментировать некоторые вещи касательно моей последней статьи по вопросу переговоров в Минске. Первый мой ответ – да, это действительно моя статья. Многие сомневались в том, что она действительно принадлежит мне. Да, это мои слова. И все, что в ней сказано, я подтверждаю. На самом деле никакого перемирия, мира нет и быть не может. На сегодняшний день идет просто перевооружение, переформирование, передислокация вражеских войск. 90% мирного населения наших регионов не поддерживает подписание. И 100% ополченцев также его не поддерживают. Да и не имеет ни оно никакого веса. Документы, подписанные рукой Кучмы, это не документы. Это так, это насмешка. Документы должны будут подписаны в Киеве так называемым действующим президентом, равносильно тому, как были подписаны они в свое время представителями фашистской Германии о капитуляции. Вот эти документы будут иметь вес. Но никакой представитель бизнеса, тем более товарищ Кучма, который обворовал Украину как мог, теперь он представляет ее интересы. Парадокс. Теперь он представляет интересы тех, кто за него здесь воюет. Парадокс. Вчера еще они когда кричали, что Кучма вор, Кучма убийца. А теперь что? Он представляет их интересы? Как же резко меняется направление у тех, кто был вчера на Майдане? Как же резко меняется их интересы, их понятие совести и справедливости? Я обращаюсь к тем, кто считает эту идею утопией. Скажите, пожалуйста, вам не надоела коррупция? Взятки в больницах, взятки в школах, в детских садах, да в любом учреждении. Вам не надоел тот бардак, который во власти, начиная от местных чиновников разного уровня, заканчивая президентами? Вам не надоело получать гроши в то время, когда так называемые хозяева предприятий, заводов, фабрик, которые были построены еще нашими отцами в Советском Союзе, наживаются, покупают по полмира. А вам приходится жить только так, как они вам скажут. Вам это не надоело? У господ все хорошо. Написали для народа Конституцию, написали кучу законов. Медицина у нас бесплатная, но смотря для кого. Хоть одна роженица, скажите мне, бесплатно родила у нас? Сомневаюсь. Скажите, в школах у нас все в порядке? Сомневаюсь. Да и везде. Сколько мы боролись с произволом на дорогах со стороны ГАИ? Бесполезно. И до тех пор, пока мы реально с этим не начнем бороться, ничего не изменится. Мы все так же будем шептаться на кухнях, все так же будем обвинять власть в том или ином. Но если мы ничего не будем делать, власть будет только кивать головой и делать свое. Как говорится, Васька слушает, да ест. И ест неплохо. В то время, когда
у простого народа, в принципе, не так уж все хорошо. Так вот, господа умные и образованные, которые считают нашу идею утопичной, присоединяйтесь к нам и сделайте хоть что-то для того, чтобы эта идея действительно состоялась, чтобы эта идея не пропала даром, не растворилась как туман. Для этого необходимо не теоретически рассуждать, утопична она или нет, а действительно работать по факту, работать, не покладая рук. И воевать, как сейчас это происходит. Да, именно воевать. Пришло то время, когда действительно необходимо уничтожить всю эту скверну, для того, чтобы создать действительно честное, порядочное, справедливое общество. Теперь, что касается другой категории лиц. Тех, кто постоянно кричит во всеуслышание, что мозговой всех бросил, слил, уехал, не вернулся, он вас продал, так, мол, и так. Господа, не дождетесь. Во-первых, не то, что мало кто, а никто из нашей бригады никогда не воспримет ваши слова всерьез. И я, как командир этой бригады, даже если и уезжаю, я всегда возвращаюсь. Я всегда возвращаюсь к тем людям, которые за мной пошли. И еще раз, господа, направьте свои усердие, свой темперамент и свои силы действительно в какое-то правильное русло, созидательное. Хватит разрушать словами, которые, в принципе, не стоят ничего. Еще раз повторяю, даже если куда-либо уезжаю, я всегда возвращаюсь. Чтобы я не вернулся, этого не дождетесь. Поэтому сплетни, слухи распространять о том, что я кого-то предал, сдал или еще что-либо, продался, рекомендую закончить. Пользы от них нет, а вы тратите свои силы и возможности просто в никуда. Займитесь делом. И в заключение, что касается так называемого мира, в кавычки. Мира нет, подписание фарс. Как воевали, так и будем воевать. Надеюсь, лучше, более результативно. И до победы мы все-таки дойдем. До своей победы. До победы народа над произволом, олигархатом и продажными чиновниками. Прежде всего, эта победа нас интересует. Еще раз повторяю, мы не воюем с украинским народом, который сюда к нам посылают. Буквально вчера к нам перешло несколько человек с вооруженных сил Украины. Интервью с ними вы сможете увидеть в ближайшее время или даже в этом репортаже. Также вы сможете увидеть и интервью с военнопленным, который, когда попал к нам, очень многому удивился. Его очень много поразило. Он не увидел у нас чеченцев, он не увидел у нас российское подразделение, он не увидел здесь террористов, не увидел разграбления городов. Он увидел нормальное отношение к себе, медицинскую помощь, еду, все. Нормальное человеческое отношение, еще раз повторяю и подчеркиваю. Он был просто шокирован тем, как его зомбировали и обманывали местные СМИ той стороны. Его интервью вы тоже сможете увидеть. Сейчас ребят из Луганской и Донецкой области, которых призвали на срочную службу, будут отправлять сюда воевать в зону АТО. Потому что западные уже все не хотят идти. А нас теперь сюда всех будут гнать. Представьтесь, пожалуйста. Зовут Алексей, город Алчевск. Город Алчевск. В какой ты части служил? Часть 1428, зенитно-ракетный полк. Ты уже не стрелял ни разу по нам? Нет, не стрелял. Ни по кому. Почему ты перешел к нам? Потому что указ президента был срочников не пускать в АТО, в зону боевых действий. Потом нас путем обмана нас привезли в зону АТО.
Ну и мы решили перейти оттуда, чтобы не допустить насилия никакого. Вот. Когда вы сюда пришли, что вы увидели? Кто здесь? Террористы? Там, я не знаю, я увидел знакомых здесь, все с моего города. Все гражданские, которые жили обычной жизнью, да, хотели спокойствия. Да. Пару дней назад нам сказали, что мы двигаемся с путем перемещения, ну, место дислокации, меняем нашего дивизиона. Вот. Днепропетровска? Да, Днепропетровска, нам сказали, вроде бы как поедем в другое место, чтобы, ну, короче, чтобы пересесть на зимний режим, чтобы в палатках больше в полях не мерзнуть. Вот. Ну, потом путем такого дела мы оказались уже почти, ну... Обмана? Да, путем обмана оказались в зоне АТО. Вот. Хода обратного уже как бы не было. Сообразили так по-быстрому. Потом мы услышали, что нас собираются вообще, ну, перевозить на передовую. Ну, мы решили, что это не наше дело, тем более воевать против кого, против, я не знаю, против своего дома. Я тут живу сам, родился здесь. Вот. И все пацаны-срочники, все оттуда, все тоже Луганская, Донецкая область. Все знают также, что здесь нет никаких террористов, никаких русских войск, никаких, не знаю, ничего такого нет. Меня зовут Александр, я проживаю в городе Зоринске. Скажите, почему вы перешли на нашу сторону? Я перешел на сторону Луганской Народной Республики, потому что когда мы служили в Днепропетровской области, нас без причины начали отправлять в зону АТО. Ну и так как я не хочу войны, решил убежать. Никаких я ни террористов не увидел, ни российские военные. Здесь обычные люди, заводов, шахт, рабочие люди, которые пришли бороться за народовластие. В какой части был в Национальной гвардии? Я был в военной части А1428. Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Стас, я из города Зоринск. Почему перешел к нам? Потому что не хочу воевать против мирных жителей, таких же, как все остальные. В какой части? 1973. Чем вы занималась часть? Эта часть занимается охраной воздушного пространства в Украине. Что передать Порошенко? Пусть, я не знаю, видит, посмотрит туда сам лично, убедится, здесь никого нет. Здесь только страдают мирные жители от действий. Были указания стрелять по оградам? Указаний не было. Ну, стреляли? Нет, Вообще? не стреляли, но к этому идет. К этому идет. То есть ваша часть еще не участвовала в этом? Еще не участвовал. Пока это не произошло, вы решили не перейти заранее? Так точно. Западная Украина не думала там, что здесь террористы или кто-то еще. Нас встретили мирно, спокойно, никаких террористов я здесь не увидел. Ни русских войск, никого не было, никаких, ни оружия, ничего. Встретили нас спокойно, тихо и, не знаю, стрелять у нас никто не был намерен. И по мирному населению тоже. Правительство наше, так бы называемой Украины, свой же народ, они на друг друга стравливают. Ну, правительство обманывает нас всех. Что, ребята, я не знаю, приходите на нашу сторону. Там вы не найдете там правды никакой. Вот, хотелось передать ребятам Днепропетровской области, ну, в общем, всей Западной Украины, чтобы они не думали, что, я не знаю, чего мы хотим добиться, это терроризма, разворовать весь Донбасс, нет. Все хотят жить по своим, по нормальным законам. То, что сейчас творится у власти в Киеве, это беспредел. По телевизору вам, конечно, показывают много всего интересного, я сам отсюда, я вижу своими глазами совсем другое. Ребята, наш общий главный враг находится в Киеве, а не на востоке, на Донбассе. Хочу обратиться к представителям вооруженных сил Украины. Именно к тем, кого силой заставили стать в строй. Таких немало, я знаю. Добровольческих подразделений не так уж много. Потому что, как ни крути, но наши олигархи не в состоянии содержать огромную армию. Они содержат только свои карманные армии.
Все остальные это загнанные в стадо, извините, но так и есть, люди, которым просто не было выбора, не было выхода из этой ситуации. Хотя он и есть, всегда есть, его просто необходимо было увидеть. Но раз уже попали в строй, я предлагаю вам переходить на нашу сторону, переходить на сторону народа. И вы убедитесь в том, что эта сторона действительно светлая. Призвали нас обманным путем. А до этого я прожил 40 лет, не служил ни в армии, нигде. Сказали, что будем охранять только, перевозить грузы и охранять территорию. В итоге, сами видите, что наше правительство своим обманным путем, охранными своими перевозками грузов довело меня. Тут я читал, на самом деле мы не знали, на что и куда мы идем. Вот я прочитал рекламацию, которую здесь опубликовал комбриг Алексей Мозговой. Я с ним полностью согласен. Потому что каждый народ должен выбирать и выбирать то, что ему нужно, и иметь право на то, где ему жить, какую землю вспахивать и где ему растить детей. У меня самого маленький ребенок, жена инвалид. Дай Бог, надеюсь, вернуться с Божьей помощью к ним живым. И у себя на Днепропетровщине даю слово, что вот эту рекламацию я постараюсь, чтобы как можно больше людей узнало, за что здесь на Луганщине и на Донецке люди взяли оружие и пошли воевать. Не за то, что, как нам говорили, что границу перешли чеченцы, афганцы и все инородные всякие боевики. Никого я не видел таких. Я своими глазами увидел, что здесь происходит. И дай Бог людям, чтобы их правда была на их стороне. И Бог им помогал и был на их стороне. В заключение хочу обратиться к тем, кто еще не принял для себя жизненно важное решение. Прийти и записаться в ополчение – это шаг, это достойный шаг каждого здравомыслящего человека. Довести начатое дело до конца, до победного конца – это шаг. Это достойный шаг. И это правильный шаг. Поэтому призываю всех вступать в ополчение. Приходите и сделайте свой правильный выбор. Правильный выбор, который дается нам как шанс, единственный шанс в жизни. В течение 100 лет, 1000 лет. Но этот шанс у нас сейчас есть. И не использовать его просто преступно. Преступно и глупо. Шанс, который дает судьба раз в жизни, должен быть использован нами. По назначению мы должны добиться своего, мы должны добиться правды, справедливости и народной власти. Итак, подведем итоги. Подписание договора в Минске – не что иное, как предательство, за которое правительства ЛНР и ДНР обязаны уйти в отставку. Правительство Новороссии должно отстаивать прежде всего интерес народа. Прежде всего должны отстаивать правду и ту идею, за которую поднялся народ на вооруженное восстание, а не чьи-либо финансовые выгоды. А на сегодняшний день мы как раз именно это и наблюдаем. Скажите мне, введение строительных фирм при боевых действиях это логично или нет? Думаю, нет, если нет уверенности в том, что боевые действия не продолжатся. Но это уже происходит.
Что это за фирмы, чьи фирмы, на каких условиях и основаниях они появились здесь, никому не известно. Был тендер или нет. Также заходят на наши шахты предприниматели, которые начинают там работу. На каком основании? Что за предприниматели? Что за фирмы? Мы за что воевали? Мы за что продолжаем воевать? Одних олигархов мы прогоняем, другие заходят на их место? Так не пойдет. Второе. Подачки от Киева в виде особых статусов нам не нужны. У нас уже есть статус. Статус свободного, справедливого общества. И это будет достойный статус для Новороссии. Невелика честь принимать обглоданную кость, даже если она с барского стола. И третье. Необходимо в кратчайшие сроки созвать военный совет, на котором и будет определено правительство Новороссии. Не ДНР, не ЛНР, а именно Новороссии. Иначе эта мышиная возня будет продолжаться до бесконечности. А может, она уже закончилась, но мы еще об этом не знаем. Всем войсковым подразделениям Новороссии необходимо объединиться. Командирам подразделений объединиться, наладить связь. Все должны объединиться в единый кулак. Все те подразделения, которые действительно отстаивают правду, честь и достоинство народа Новороссии. Все те подразделения, которые готовы идти до конца, до победы, должны в конце концов объединиться. Нам не нужны те хозяева, которые продались сами, продают сейчас Новороссию. Или победа и справедливость, или честь и достоинство, или смерть. Только так или иначе. Не бойся за шкуру, бойся за честь. Это девиз нашего ополчения. И я прошу всех присоединиться к нему и объединиться вокруг него. Нам есть за что бороться. Нам есть за что отвечать. Нам есть чем гордиться. И ни в коем случае мы не должны бороться за чьи-то финансовые выгоды. Прежде всего за свой народ. Прежде всего за свою честь и достоинство. И да пребудет с нами Бог. С нами, с русским миром, с нами, славянами. Мы победим.